Добрый день, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители. Позвольте ознакомить вас со статистической информацией по COVID-19 на 17 июля 2020 года в Кыргызской республике. Из стационаров республики с подтвержденным диагнозом COVID-19 за сутки выписано 86 пациентов. Из них в городе Бишкек 13, Чуйской области 25, в городе Ош 10, в Ошской области 1, Нарынской области 2, в Высокульской области 5, в Джалабадской области 21, в Таласской области 1 и в Баткенской области 8. При выписке результата анализов на коронавирус у всех отрицательные. Из стационаров страны всего с выздоровлением выписано 3821 пациент. Кроме того, из числа лиц, находящихся на самоизоляции, выздоровели за сутки 378, а в целом 2275 человек. Всего число выздоровевших на сегодняшний день составляет 6096. К большому сожалению, за сутки в стационарах страны зарегистрировано 6 случаев смерти от подтвержденной коронавирусной инфекции. И сегодня хотела бы принести соболезнования коллективу Ошской межобластной объединенной больницы, семье, нашей коллеги, заместителю главного врача Ошской межобластной объединенной больницы Жарматовой Темирхан Досатовны. Жарматова Темирхан Досатовна, начиная с 1979 года, после окончания медицинского института и прохождения ординатуры в этой же межобластной больнице, посвятила всю свою жизнь, весь свой талант и ум развитию и сохранению здоровья всех пациентов, которые приходили в эту больницу. Жарматова Темирхан Досатовна была заслуженным врачом Кыргызской республики, коллегой, которая каждый день приходила на помощь всему своему коллективу, спасла очень многие жизни. И все медицинские работники страны, Министерство здравоохранения, приносим соболезнования близким и родным Темирхан Досатовны. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах на долгие-долгие годы. На 17 июля 2020 года по республике зарегистрировано 603 новых подтвержденных случая COVID-19. Из них в городе Бишкек 300 случаев, в городе Ош 67, в Чуйской области 82, в Высокульской области 6, в Ошской области 42, в Баткенской области 53, в Джалабадской области 48 и в Таласской области 5 случаев. Всего в Кыргызстане зарегистрировано 13 101 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Из них в городе Бишкек 6027, в городе Ош 1270, в Баткенской области 513, в Джалабадской области 805, в Высокульской области 418, в Нарынской области 654, в Ошской области 787, в Чуйской области 2278, в Таласской области 109. Как ранее сообщалось, среди прибывших из города Соль-Илецк Российской Федерации было зарегистрировано 119 случаев, среди военнослужащих из Российской Федерации 100, и среди прибывших граждан из Российской Федерации 21 случай. За сутки среди медицинских работников зарегистрировано 123 новых случая COVID-19. Из них в городе Бишкек 40, в городе Ош 14, в Чуйской области 26, в Ошской области 20, в Джалабадской области 4, в Высокульской области 1, в Таласской области 2, в Баткенской области 16. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 на сегодня составляет 2199 случаев, из которых за сутки с выздоровлением выписано из стационаров страны 9 медицинских работников, и всего по республике с выздоровлением выписано 592 медицинских работника. Из всех зарегистрированных подтвержденных положительных случаев
6911 составляют мужчины, 6190 мужчины, прошу прощения, 6911 это женщина. Среди новых случаев 302 это женщина, 301 это мужчина. На сегодня в стационарах страны с диагнозом COVID-19 подтвержденным лабораторно находится 709 человек, из них в тяжелом состоянии 159, из которых 21 находится на лечении в реанимационных отделениях. Состояние средней тяжести 442, в удовлетворительном состоянии 108. Выписано с выздоровлением 3821. Общее количество летальных исходов с подтвержденным лабораторным диагнозом COVID-19 составило 173. За последние сутки для лабораторного подтверждения COVID-19 в лабораториях страны проведено 2406 исследований. Количество случаев COVID-19, подтвержденных клинико-эпидемиологически, составило 10 682, и за сутки зарегистрирован 1051 случай клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев COVID-19. То есть это случаи внебольничной пневмонии, о которых мы упоминали ранее. И теперь, так как в международную классификацию болезней введены два кода Ю071 и Ю072. Ю071 – это COVID-19 лабораторно подтвержденный. Ю072 – это COVID-19 подтвержденный клинико-эпидемиологически. То есть, как ранее очень много было обсуждений о том, что статистика должна объединиться и что все случаи должны идти под одним кодом или же под одним диагнозом. Но Всемирная организация здравоохранения, эксперты Всемирной организации здравоохранения после обсуждения этого вопроса на всех уровнях внесли такие два кода. И случаи внебольничной пневмонии, о которых мы говорили ранее, как осложнения данной вирусной инфекции, они будут кодироваться под кодом Ю072. Это случаи, поставленные клинико-эпидемиологически. Спасибо, Айнура Бектургановна. Айнура Зарлбековна, вам слово.